Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и передача «Другие новости». Я поздравляю всех якутян с Днем нашей республики, Республики Саха-Якутия. И сегодня мы вам расскажем о мероприятиях, которые проходят в историческом парке «Россия. Моя история». И первое мероприятие – это торжественное построение Министерства гражданской обороны Якутии в связи с Днем Республики. Здесь будут отмечены люди, которые достойно защищают и спасают наши жизни. От имени руководства республики и от себя лично поздравляю вас с главным государственным праздником нашей республики, с Днем Республики Саха-Якутия. Сегодня мы проводим торжественный смотр личного состава Государственной противопожарной службы и службы спасения, приуроченной к этой знаменательной дате. Сегодня наградили отличившихся наших коллег медалями, знаками, грамотами, а также наградили волонтеров, участвующих в специальной помощи, в специальной военной операции. Готовность сил и средств пожарных и спасателей к паводкоопасному и пожароопасному сезону отмечается на высоком уровне. Сегодня министр поздравил всех с Днем Республики. Пользуясь случаем, поздравляю всех с Днем Республики нашей, чтобы она процветала и все население было счастливо и здорово. Ко Дню Республики в историческом парке открылась выставка «Единством сильны». Это мультимедийная предметная выставка о народах Якутии. С помощью мультимедийной проекции и исторических экспонатов она рассказывает о жизни и быте народов Якутии. Сегодня мы стали свидетелями торжественного открытия выставки, посвященной народам, которые проживают в Республике Саха-Якутия, коренные народы. И в рамках данной выставки посетители могут ознакомиться о культуре, быте и исторической информации, связанной с коренными народами, проживающими в нашей республике. Сегодня действительно нам необходимо говорить об укреплении единства, о дружбе народов. И наша республика показывает пример, когда многонациональный народ живет в единстве, в дружбе, в сотрудничестве. Поэтому такие выставки очень важны, особенно для молодежи. В такое непростое время, когда наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением, с санкциями, когда наша страна добивается своих интересов на международном уровне. Конечно, в это непростое время мы, как народы нашей великой страны России, должны объединиться и жить в мире и согласии. Поэтому данные мероприятия, они позволяют как раз-таки воспитывать молодежь в духе взаимного уважения, изучать культуру коренных народов, традиции, сохранять традиционные ценности наших народов. И, конечно, сегодня коренные народы Севера, они сталкиваются тоже с большими сложностями, с трудностями, связанными с экстремальными природно-климатическими условиями, удаленностью, труднодоступностью своих традиционных мест проживания. И люди должны знать об этих народах, об их культуре, о традициях. К сожалению, есть проблемы, связанные с сохранением родных языков, той же культуры коренных народов, традиционного образа жизни. Это в первую очередь оленеводство, рыболовство, охот, промысел. Поэтому очень важно воспитывать в молодежи понимание о роли
и той важности сохранения традиционной культуры народов, населяющих нашу республику. В историческом парке вы можете посмотреть не только выставки, но здесь и есть и другие мероприятия. Сегодня проходит одно из мероприятий исторического парка, приуроченное к Году Единства – «Диктант Победы». Это международная патриотическая просветительская акция, которая проводится с 2019 года. В нашем учреждении оно стартовало также в 2019 году. «Диктант Победы» дает возможность не только детям, но и взрослым проверить свои знания о событиях и героях Великой Отечественной войны, а также узнать много нового о подвигах своих предков. Сегодня участниками «Диктанта Победы» являются школьники, кадеты, студенты, а также участники специальной военной операции, что показывает преемственность поколений. Ко Дню Республики здесь и проходит круглый стол. Проблемы современного казачества. Вопросы самосознания и идентичности якутских казаков. Якутские казаки, как единственное сохранившееся подразделение городового казачества, оно очень своеобразно, имеет яркое своеобразие и коренным образом отличается от казачества традиционных казачьих областей, к которым мы привыкли: Дона, Кубани, Терека и так далее. Заинтересовать результатами своего круглого стола, заинтересовать общественность, исследователей, чтобы вот как-то больше внимания обратили, потому что, допустим, о ямщиках исследований очень много, о русских арктических старожилах исследований давно много, а вот о якутских казаках почему-то таких исследований нет. Ну вообще якутский казачий полк, вообще казаки, это не только, так скажем, русские. Это все национальности, которые живут в Якутии. Это же правда? Да, это правда. Якутское казачество изначально формировалось на многонациональной основе, потому что в Якутию служить шли в основном жители русского севера. Среди них были не только этнические русские, но и представители коренных народов русского севера. Затем стали активно при освоении Западной Сибири, в этом процессе стали активно участвовать народы Западной Сибири, ну и впоследствии уже и народы Якутии. Такой есть интересный факт, что в XVIII веке в якутский казачий полк на службу были присланы два японца. Отец Дальнего Востока – это Якутск. И это на самом деле никто не оспаривает, но все забывают. Вы абсолютно правы. И поэтому данный круглый стол должен действительно историческую справедливость, так скажем, да, доказать и установить. Ну, в какой-то степени, да, этому вот роли Якутии, якутского казачества в открытии присоединения Дальнего Востока и Приморского края, например, хорошо отражена в замечательном альбоме «Пути великих свершений». Вот просто лучше, наверное, нигде это пока не сделано, но действительно об этом надо говорить больше, чаще и громче, чтобы и сами жители Дальнего Востока об этом тоже не забывали. Сегодня мы проводим очередное ежегодное мероприятие, региональный турнир по настольной игре, да, «Битва за Берлин». Наш исторический парк вот уже 5-й год сотрудничает с амичами, которые выиграли грант президента Путина и предоставляют нам на бесплатной, безвозмездной основе эти игры. Сегодня наш турнир
посвящен битве за Берлин. И команде по 5 человек, они будут представлять из себя стратегов, тактиков, командующих, и они будут сражаться за Берлин. И посредством этой игры, сложной игры, благодаря вот стратегии и тактике, ребята понимают, как было сложно победить, одержать великую победу. И накануне нашей великой победы, накануне праздника нашей республики, мы проводим эту игру для школьников. Сегодняшнее мероприятие проходит на тему Великой Отечественной войны, а именно битвы за Берлин. И, получается, организаторы проводят здесь очень интересную игру. И поэтому я могу сказать, что это все-таки очень хорошо, то, что проходят подобные мероприятия, потому что они помогают развивать патриотизм, а также не дают забывать о том, что было в истории нашего государства, какие ужасы были и каких героев мы должны знать. Я рекомендую подросткам, школьникам, да даже не только школьникам, но и студентам почаще участвовать в таких мероприятиях, потому что они помогают расширять кругозор. И спасибо большое историческому парку «Россия. Моя история» за то, что они проводят подобные мероприятия. Исторический парк на постоянной основе проводит экскурсии для детей. И сегодняшний день не стал исключением. Я здесь сегодня первый раз узнать историю России. Много всего интересного узнала. Вот такое преподавание истории, оно насколько вам интересно? Если от 1 до 100, наверное, 2000. Оно очень интересное. Здесь были мини-проверки своих знаний, проекторы, которые двигались, даже глаза двигались, даже губы. Понравилось? Да, очень понравилось. Историческому парку спасибо! Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем Республики Саха-Якутия. С вами был Олег Желнин. До скорой встречи! С праздником!